Асвятленным опорам на улице Пролетарской у Барановішах уже больше за 40 годов, а натрыевым лямпам амаль 20. Між тым, интенсивность дорожного руху на этой улице с каждым годом расте, и необходимость замены освятления все больше видовочна. С городского бюджета на реконструкцию этого адрезка протяглостью около километра выдатковано 120 тысяч рублей. Воздушная линия заменена на кабельную линию, установлены новые металлические опоры, которые по сравнению с железобетонными не так травмоопасны. Вот. Ну и будут установлены светодиодные светильники, которые позволят по данной линии снизить на 40% энергопотребления. У Барановішах за 11 тысяч лямп вулічнага освятления на энергоэффективные заменено покуль только 5%. Але нават гэта дазваляе городу экономить штогод каля 8 тысяч евро. У ближайших планах заключить инвестиционный договор с Паўночнай экологично-финансовой корпорацией «Нефка» по модернизации вулічнага освятления во всем городе. Если на сегодняшний день потребляет город 3 миллиона 200 киловатт в год, то с учетом перевода на энергоэффективное оборудование, это, как я сказал, лампы, двухфазные линии передач и плюс полная диспетчеризация даст нам экономию с 3 миллионов 200 до 2 миллионов киловатт в год. То есть, если перевести это в денежное выражение, то у нас на сегодняшний день потребляет город порядка 425 тысяч евро в год, то вот эти мероприятия, если мы осуществим, то экономию даст в 210. То есть, на 2 раза будет ровно город потреблять меньше. Проект был распрацаваны еще у минулым годе, и уже у ближайший час городская коммунальная господарка чакает решения об выделении гранта. В настоящее время наше предложение находится на рассмотрении Министерства экономики. Я надеюсь, что будет положительный ответ. И мы готовы начать осуществлять этот проект буквально со следующего года. Он рассчитан у нас на 2,5–3 года. Вот, именно производство работ по реконструкции. Ну а дальше мы будем считать только экономию. Алена Ракуть, Олег Завадский, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».